Бошы Тунмай. Криминальная драма 2023 года режиссера Амантура Ормухова о наркотиках, вебкаме и куче других социальных проблем Кыргызстана. Нас многие просили разобрать именно эту киноленту, и мы прекрасно понимаем почему. В фильме великолепный визуал и звук, хорошо продуманный сценарий, а самое главное – идея. Бошы Тунмай – это одно большое предостережение всем желающим заработать легкие деньги. Тенденции современного общества стараются дать каждому возможность распоряжаться своей собственной жизнью и право на автономию тела, что казалось бы замечательно, но вместе с тем в странах вроде нашей растут и риски того, что нехорошие люди могут воспользоваться трендами в своих целях и вовлекать еще не окрепшие умы в сомнительную деятельность, в частности подростков. Есть свобода, которой лучше никогда не пользоваться. И кинолента каждой умелой сконструированной сценой пытается оградить зрителя от шальной мысли хотя бы раз побывать в шкуре героев картины. Давайте взглянем на очередной великолепно снятый шедевр, который, как и другие современные картины, вроде «От», вкладывается в избавление кыргызского кинематографа от стереотипного образа конвейера, штампующего бездарные примитивные комедии, а также выполняет прямую функцию кино, обнажает социальные проблемы общества и пытается изменить его в лучшую сторону. Лента повествует о 4 историях, искусно переплетенных между собой. Чуть позже мы подробнее остановимся на том, как авторами создается это ощущение связанности и переплетенности, поскольку это не только вопрос сценария, но и визуально-художественной упаковки, ведь сами истории не особо замудренные и воспринимаются очень просто. 4 истории. Предприимчивый мужчина Максат, которого крышует влиятельный бизнесмен и меценат Кубат, строит наркоимперию через телеграм-канал под названием Бошы Тунмай, параллельно заправляя местным клубом и вебкам-студией. Вторая история повествует о работающей в этой вебкам-студии девушке Джилдыз и ее парне Кайрате, который узнает о роде деятельности своей избранницы. Третья история рассказывает о старшекласснике Тимуре, который устраивается закладчиком запрещенных веществ через этот же телеграм-канал. А в финальной 4-й истории мы глазами сотрудника правоохранительных органов Аспека проникаем в эту изнанку Бишкека и вместе с ним пытаемся раскрыть тайну происходящего на экране. Первое, что важно отметить, авторы фильма не жертвуют идеей ради хорошего кадра. Каждая важная сцена несет в себе одну из 2 целей – либо иллюстрация и вскрытие социальных проблем общества, либо показ того, какая концовка ждет того, кто позарился на легкие деньги и ступил на эту скользкую дорожку. Давайте подробнее остановимся на центральных персонажах каждой истории. Начать стоит с Кубата. Это бизнесмен и меценат, с чьего разрешения и при чьей поддержке и функционирует весь показанный в фильме нелегальный бизнес. Кубат в переводе «могучий» и «сильный», занимается стройкой, меценатством и всевозможной общественной деятельностью. Ну как и у Бэтмена, у него есть вторая личина. Он крышует производство мефедрона, организацию вебкам-студий и распространение запрещенных веществ. Нельзя не обойти вниманием и подбор актера. Сознание сразу же цепляет образ Обадайи Стейна, выступавшего столь же двуличным покровителем Тони Старка в «Железном человеке» 2008 года. Показательный момент – создание им фонда по спасению снежного барса, являющегося национальным символом Кыргызстана, в частности, иллюстрированного на гербе Бишкека, в то время как в реальности он отравляет жизнь бишкекчанам и занимается преступностью. Он принимает участие только в важнейших решениях и тщательно скрывает свою причастность к нелегальной деятельности. В концовке фильма он выходит сухим из воды, и его не привлекают к ответственности. Он горцует перед народом в чапане и колпаке, в то время как его руками разрушены тысячи судеб. Его протеже Максат, в переводе «цель и стремление», целеустремленный молодой человек, который руководит нелегальным бизнесом Кубата. Он, должно быть, оправдывает свои действия тем, что ему нужно кормить семью, а его сестра больна серьезным недугом. Его забота о них видна в сценах, где он покупает ей велотренажер, а родителям большой дом. Если не знать того, чем Максат занимается на самом деле, то его даже можно было бы счесть неплохим парнем, но абсолютно за такой же ширмой скрывается и Кубат. На их руках кровь многих людей, и здесь неприменимо оправдание вроде натянутых отношений с отцом или болезни его сестры. Мы видим, что, несмотря на попытки выглядеть хорошим сыном и братом, его действия приносят только боль и страдания его семье и всем окружающим. По его наводке киллеры убивают конкурентов и отжимают бизнес. Да, телеграм-канал Бошы Тунмай изначально принадлежал не Максату.
так что он напрямую ответственен за создание подпольного бизнеса, и зрителю не стоит испытывать к нему излишнее сочувствие из-за хорошо сыгранной роли. Точно такой же мысли придерживаются и авторы. В концовке его ждет печальная участь. На Максата выходят правоохранительные органы. Он сбегает и сообщает о своем местонахождении киллеру, который его и убивает, вместо того, чтобы вытащить из передряги. Скорее всего, это происходит с согласия его покровителя Кубата, к которому Максат незадолго до этого пришел с просьбой отпустить его, изъявив желание выйти из бизнеса, но нужно было заранее беспокоиться о своих желаниях и целях. Авторы словно намекают, из такого бизнеса не выйти без последствий. Не стоит рассчитывать на хэппи-энд, будь ты хоть воротилой наркобизнеса или просто рядовым закладчиком. Джилдыз, в переводе «звезда», работает вебкам-моделью в образе Харли Квинн. Относительно высокий заработок позволяет ей оплачивать хорошую квартиру, всегда заказывать себе еду и в целом покрывать свои расходы. Она сильно любит своего парня Кайрата, который намеревается сделать ей предложение. Кайрат занимается спортом, не богат, и в их взаимоотношениях авторы словно закладывают социальный разрыв между, в каком-то смысле, золотой молодежью, которая выбирает легкий путь, и простым народом, не знавшим роскоши. Джилдыз не умеет готовить. В фильме показано, как парень впервые отвел ее на рынок. Она словно оторвана от кыргызстанской действительности. Большая часть их разговоров посвящена обсуждению этого разрыва. Кайрат начинает подозревать что-то и узнает о том, чем она занимается. Впоследствии прощает ее и делает ей предложение. В этом фильме нет хэппи-энда, в том числе и для влюбленных. Кайрата убивают в вебкам-студии по случайности. Его тело выбрасывают в канал, а Джилдыз узнает, что беременна. Зрителю остается лишь догадываться, какая судьба уготована ребенку и будет ли разрушена очередная жизнь. Тимур учится в 10 классе в 70-й школе, живет дома у брата и помогает ему развозить продукцию по павильонам. Казалось бы, хорошая школа, замечательный брат, который только и просит, чтобы Тимур посвящал время учебе. Но его манит возможность заработать легкие деньги, и он по глупости ступает на скользкую дорожку, устроившись работать закладчиком. Про ваш магазин узнал от своих знакомых. Раньше я не занимался наркотой, и я бы хотел стать закладчиком. На заработанные деньги он снимает чей-то гараж, устанавливает туда приставку и кальян, заказывает услуги секс-работницы, покупает себе травматический пистолет, а также организовывает в гараже вечеринку. Вся эта вольготная жизнь подростка заканчивается, когда милиция находит запрещенные вещества и пистолет, а его брата, взявшего на себя вину, сажают в тюрьму. Тимур и семья его брата платят высокую цену за его ошибки, но он наконец-то одумывается, принимается за учебу и устраивается работать таксистом, чтобы прокормить семью. Роль Аспека, сотрудника правоохранительных органов, прекрасно сыгранная Атаймом Урбековым, одна из наиболее важных в картине, поскольку он является тем, кто выступает на стороне морали и закона и противоположностью этому криминальному миру. Если в «Черном дворе», казалось бы, в похожем амплуа, его образ не был каким-то моральным ориентиром, здесь умышленное убийство по предварительному сговору с целью получения выгоды. Оформляйте по полной. Есть, товарищ майор. то здесь авторы четко показывают, что он на светлой стороне, и он воспринимается в качестве главного положительного героя картины, что очень важно в таком кино с массой спорных тем. Ты в курсе, сколько тебе светит? Он и кетилді нашық кетесің. Следствиемен сотрудничать етесің бе? Скачуха болады. Аспек находчив и решителен, местами властен, к нему, конечно, не испытываешь огромной симпатии, но он воспринимается как необходимая фигура, которая борется со злом, что помогает зрителю встать на правильную сторону без излишней киношной эмоциональной привязки к герою.
Он делает то, что нужно, переживает настолько, насколько нужно, а в его желании побороть зло нет никаких сомнений. Таким образом, в зрителе происходит не столько романтизация образа, сколько внутреннее согласие с правильностью его поступков, что наиболее важно для рефлексии зрителей в подобной криминальной драме. Но чтобы донести до зрителей две эти центральные идеи, напомним, обнажить социальные проблемы общества и предостеречь их от связи с преступной деятельностью, авторы проделали еще и большую работу по наполнению сценария и визуала картины необходимым кыргызским колоритом. Для чего необходим этот местный антураж? Возможно, для того, чтобы неискушенный зритель был шокирован тем, что это происходит прямо здесь, у него под окнами, на привычных ему бишкекских улицах, и оградил себя и своих близких от связи с сомнительной деятельностью. Возможно, для того, чтобы он через знакомые традиции, обычаи и образы осознал всю трагичность положения уязвимых групп и принимал участие в решении социальных проблем, а скорее всего, все вместе. Давайте взглянем на символы, образы и визуальное наполнение киноленты. Для начала давайте разберемся с тем, что такое Бошу Тунмай. Это песня советской рок-группы «Кино», написанная Виктором Цоем под впечатлением от британской группы UB40 и вошедшая в альбом «Группа крови» 1988 года. Творчество UB40 во многом крутилось вокруг темы употребления веществ, и, по словам ударника группы Гурьянова, Цой, сам никогда ничего не употреблявший, но бывший под впечатлением от стиля британцев, написал песню в стиле регги. А Бошу Тунмай – это одно из местных названий этого продукта. Согласно мнению употреблявших продукт, человек, который бросил курить, продался, и, соответственно, говорили «давай не продадимся». Переведенная на китайский язык для конспирации фраза и превратилась в Бошу Тунмай. По другой версии существует догадка, что это одно из названий конопли, употреблявшееся в Казахстане в конце 80-х годов, а выражение на казахском языке дословно означает «безбашенный». В фильме же так называется телеграм-канал, который запустил цепочку событий, вызвавших большинство бед в ленте. Мы слышим пароль, который обеспечил доступ к каналу 21.06.1962. 21. Точка. 06. Точка. 1962. Дата рождения Виктора Цоя. Подобные отсылки на тему запрещенных веществ проходят лейтмотивом через всю картину. Ну что, скажу самое главное, чтобы дома был хлеб и соль. Особенно соль. Мы видим знакомые бишкекчанам пейзажи, советские многоэтажки, трубы ТЭЦ и канал на фоне самоубийств. Передозировок, горюющих близких, и похорон. В фильме присутствует столько эстетичных сцен, может быть и незнакомых, но понятных любому кыргызстанцу. Временами возникает ощущение, что мы смотрим авторское кино в сопровождении узнаваемых этноэлементов кыргызской музыки. Просто взгляните на переходы. Как показано то, что Тимур в концовке фильма начинает брать ответственность за жизнь своей семьи,
а также на то, как в ленте показаны моменты употребления персонажами запрещенных веществ. Во многих других фильмах это может быть вызвано как романтизация. Разумеется, всегда сложно прочертить четкую границу между эстетичной с художественной точки зрения сценой и допустимой с моральной стороны, насчет которой авторы уверены, что она сама по себе не вызовет романтизации. Всегда сложно найти нужную дозировку. Тут же эстетика практически всегда тесно переплетена с последствиями, что не может не вызывать уважения. Если подытожить, то Бошетунмай — это очень поучительная история, которая умудряется разговаривать на языке молодежи, и предостеречь ее будет интересно и старшему поколению. Вспомним отсылки на Цоя. Старается вскрыть гнойник общества и обнажить массу социальных проблем, а также является великолепной и с визуально-художественной точки зрения работой, которая не может оставить зрителя равнодушным. Редакция Evidence благодарит авторов за проделанную работу и за поднятие столь острых социальных тем. Пишите в комментариях, разбор каких фильмов вы бы хотели увидеть в дальнейшем. Увидимся в следующих выпусках.